Всем доброго дня, всем здравствуйте! Вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона, а значит дайджест. Все самое интересное из мира триатлона, легкой атлетики и всех сопутствующих видов спорта, которые входят в триатлон. Ну что, давайте по порядку. А неделя получилась событийной, как ни крути. Серебро чемпионата Азии, золото Кубка Европы, рекордные достижения SUP-7, SUP-8. В общем, о всем по порядку. Ну и, конечно же, так заглянем в Бразилию, где прошел Ironman. Погнали! А в эти выходные 11-12 июня новое место на карте триатлона Казахстана. Открывается Алаколь. Прекрасное место, которое, наверное, известно каждому казахстанцу. Не знаю, как туристам, но я думаю, что это будет прекрасный повод туда заглянуть. Если вы из Казахстана, в том числе, как я, ни разу там не бывали, то это прекрасная возможность совместить приятное с полезным. Кубок Тимира Адама пройдет там, более 120 атлетов уже зарегистрировалось на эту дистанцию, ну и, конечно, плюс еще и в субботу состоится гонка среди Ю-17, Ю-23 и элиты. Плюс параатлеты тоже будут состязаться, что добавляет еще одно такое интереса и ответственности для организаторов. Хочется верить, что эта гонка получится событийной, интересной. Ну и, наверное, давайте скажем о том, что спринтерская дистанция всегда не оставляет равнодушным за счет своей динамики, скоростных качеств и вот этой борьбы, которая присутствует на дистанции. Что касается слов организаторов, то тут, наверное, стоит отдать уважение и просто поаплодировать стоя Сергею Майеру. Человеку, если вот Сергей, может быть, покинет Казахстанскую Федерацию Триатлона, то ему самое место в политике, потому что, цитируя его, я не знаю, можно цитировать словно Шекспира. География стартов казахстанского триатлона расширилась на еще один регион. Это будет уникальный Алаколь. Мы все знаем, что Алаколь единственное в мире озеро с черным пляжем. Его воды славятся своими целебными свойствами. Думаю, все участники старта получат не только положительные эмоции от спортивного праздника, но и оценят неповторимость озера. Наша команда единогласно решила перенести первый национальный турнир по паратриатлону из Талдыкургана на Алаколь. Убежден, что проведение такого масштабного спортивного мероприятия благоприятно повлияет на социальную, культурную и туристическую отрасль региона. Я бы еще, наверное, на месте Сергея добавил, что благодаря этим свойствам лечебным вы можете по ходу плавательного этапа не только устать, а восстановиться, подлечить свои травмы и отправиться дальше в транзитную зону первую, а там уже, глядишь, и во вторую. Вело и бег после этого Алакольского озера, я думаю, должны быть божественными, окрыленными. Так что ждем 11-12 июня. Не пропустите, следите за результатами на официальных аккаунтах в соцсетях и, конечно же, на официальном сайте timiradam.com. Ну что, теперь, собственно говоря, из внутренней кухни перемещаемся на другой континент, перемещаемся, собственно говоря, ну как на другой континент? Мы на азиатском континенте остаемся, чуть-чуть попозже переедем, перелетим, перенесемся. Итак, Корея, где в эти выходные проходил чемпионат Азии на спринтерской дистанции. Большое количество атлетов. Нужно сказать, что и у мужчин, и у женщин очень классное представительство собралось. Конечно же, Япония, несмотря на то, что это все вроде как в Корее, но мы знаем, что у корейского триатлона сейчас достаточно большие трудности. Поэтому, как ни крути, японский триатлон все-таки на азиатском континенте доминирует. Ну и вот мы пытались его как-то разбавить. Разбавить удалось, к сожалению, не всем, но нашлась героиня и у нас. Екатерина Шабалина сумела оказаться, взобраться, ворваться на вторую строчку пьедестала почета, с чем Екатерину, конечно же, и поздравляем. Я думаю, что поздравления до сих пор сыпятся в ее адрес, но это действительно приятные поздравления. Нужно сказать, что борьбу она вела в непростой кампании, сумела втиснуться между двух японок, но гонку саму выиграла Юка Сато 59-20, но еще одна представительница страны восходящего солнца Сарика Накаяма 59-46. Вот такие результаты. Ну и давайте поздравим еще раз Екатерину. Слова
главного тренера национальной сборной Максим Крят отметил, наша спортсменка допустила исключительно тактическую ошибку, поскольку еще не ездила в такой многочисленной группе. Это вполне нормально, учитывая то, что она только начала выступать на континентальных первенствах, в которых представлены все основные страны Азии, претендующие на олимпийские медали в триатлоне. Конечно, выводы сделает и применит этот опыт в следующих стартах. Она смогла обогнать прошлогоднюю победительницу соревнований на этой дистанции, что немаловажно. Выиграла чемпионат хорошая и сильная спортсменка из Японии Сато, которая на Кубках мира и этапах мировой серии показывает конкурентные результаты, позволяющие набирать очки в олимпийский рейтинг. Следующий наш старт запланирован в Лидсе на этапе мировой серии. Это будет первой гонкой такого уровня. Ждем хорошего выступления. Я скажу так, лично от себя, добавлю, что каким бы ни получился этот старт в Лидсе предстоящий, хочется, чтобы от начала и до конца Екатерина его преодолела, пробежала, прокатила, проплыла. Мы будем все переживать и болеть, и, конечно же, хотим видеть ее, чтобы не где-то там дисквалифицирована или ее обогнали на круг. Нет, чтобы она уверенно и спокойно, как это она умеет делать, прошла этот этап. В любом случае мы переживаем, болеем и еще раз поздравляем с серебром чемпионата Азии. Ну и от девушек немножко переместимся к мужчин. Там тоже у нас было представительство, причем достаточно серьезное. Представители Акмолинской области целой делегации, да, Мирлан Искаков, Тимирван Тимиров и Аян Бисенбаев, и представитель Актобе Дарын Каназбаев. Ну что нужно сказать? Лучшим из этого квартета стал Аян Бисенбаев. Его, наверное, мы можем отметить, что действительно показал неплохое время. Он в топ-10 соревнованиях, это хорошие очки. 53-49 Конесбаев, 55-44 завершил гонку на 17-й позиции. Тимирлан Тимиров 55-51 и Мирлан Искаков 56-01, 18 и 20 место соответственно. Ну а мужской подиум весь целиком полностью был составлен из представителей Японии. Джента Уичча 52-44, Аоба Ясмуцу 52-51 и Макото Адакура 53-05. Вот такие результаты у победителей и чемпионов. Ну что, гонка в Лидсе пройдет, кстати, 12 июня. Так что будем следить, будем переживать и, конечно же, болеть. Будем держать кулачки. Поехали дальше. Ну а вот теперь действительно перемещаемся из одного континента в другой. Как я и обещал, так вот, и перелетели. Из Азии в Европу, из Кореи в Польшу. Там прошел Кубок Европы. Прошел Кубок Европы среди юниоров. И, нужно сказать, для нас он завершился триумфально. Для нас, конечно, для всей страны. Александр Тен стал победителем, чемпионом в этой гонке, с чем мы, конечно, его поздравляем. Поздравляем всю команду, которая работала вместе с ним, весь тренерский штаб, всех его партнеров, которые приложили максимум усилий для того, чтобы Александр сумел забраться на высшую строчку пьедестала почета. Ну и, наверное, как ни крути, а без этого человек тоже не обошлось. Гены, как ни крути, Валихан Тен, его тоже поздравляем, ну и маму Александра в том числе. Но давайте по порядку. Старт проходил в Жешуве, это любимый город Максима Мазура, главного тренера Алматинской федерации триатлона. Я думаю, что неспроста выбран был этот город. Ну и по порядку, если посмотреть вообще изначально от начала до конца гонки, то начало получилось действительно очень скомканным. Лучшим у нас был Параднов и Крупяков в плавании, да, Александр Тен вообще был чуть ли не предпоследним, там, ну, в общем, в хвосте замыкал. Его результат на плавании был 10 минут 19 секунд. Белый этап вообще получился драматичным. Во-первых, узкие улочки, много поворотов, ну и, соответственно, это только добавляло технической работы каждому атлету. Но мало того, что технической работы, вы не поверите, там еще и проливной дождь. Дождь прошел с утра. Так немножко покрапало во время гонки. В общем, трасса, вы представляете, да, какая была. Просто, наверное, как вот в зимний период по льду можно было катить.
Ну и, соответственно, не обошлось без падений. Тут, конечно, хочется просто аплодировать стоя, да, и Породнову и Куропикову. Оба попали в завал, кто-то упал, но при этом оба парня сумели подняться, сумели включиться в гонку. Насколько это возможно, помогали Александру Тену, да, где-то экономив его силы и подтягивая к лидерам. В итоге перед транзитной второй зоной 28 секунд, если не ошибаюсь, уступали, ну и потом потихоньку на беге уже Тен начал включаться. После первого круга его отставание от лидеров двух поляков было 8 секунд, но и Александр Тен, что называется, показал свою спину своим соперникам буквально на финишной прямой, чем оставил поляков, что называется, с бублика. В частности, Камила Кулика, который показал результат 1 час 2 секунды, и Кубы Гайды 1 час 7 секунд. Ну а результат чемпиона в этой гонке составляет 59 секунд, 51 секунда. Вот единственный, кто сумел выбраться из часа и становится чемпионом в этой гонке. Вдвойне, втройне, не знаю, во сколько угодно, это приятно, потому что сделал именно наш соотечественник. Александр Тен, еще раз поздравляем его, поздравляем всю команду. Что касается женской гонки, то там сплошь и рядом только хозяйки главенствовали по всем статьям. Так что серебро в Корее, золото в Польше, двигаемся дальше и, конечно же, ждем классных, хороших результатов. Из Европы снова немножко нужно вернуться на азиатский континент. Куда именно, вы не поверите, но, наверное, больше на европейскую часть нашей страны. Актобе. Почему Актобе? Потому что там на прошлой неделе был открыт триатлон-парк. Я не скажу, что это событие может быть какое-то гранд масштабное, но для города это выдающееся достижение, потому что видно, как город растет, город развивается, и, конечно же, вот такие сооружения, такие парки, конечно, это все только на пользу городу. Мы прекрасно знаем, что актюбинцы очень спортивные, очень фанатичные, да, это достаточно просто вспомнить футбольный Актобе. Но вот теперь они еще и в триатлоне будут, надеюсь, будут спустя какое-то время задавать тон. Прошла церемония открытия, присутствовали и аким города, и глава области, но от Федерации казахстанской триатлона присутствовал Саужан Дастияров. Но, в частности, давайте прямую речь отмечу акиму области Андасына Уразалина, который отметил, чтобы поддержать пожелания и настроения наших жителей, мы поставили задачу превратить это место в центр отдыха и духовного культурного досуга горожан. Благодаря поддержке неравнодушных наших земляков и предпринимателей мы сегодня празднуем открытие триатлон-парка. В октябре триатлон-парк стал центром притяжения как молодежи, так и людей старшего поколения. Здесь с утра и до позднего вечера люди занимаются ходьбой, бегают, тренируются. Плюс помимо на территории триатлонного парка также имеется еще и здание специально оборудованное под занятием спортом. Есть как велотранзитка, да, специально там можно брать велосипеды на прокат, также можно и заниматься велоспортом, легкая атлетика, ну и, в общем, все сопутствующие виды для триатлона. Теперь в Казахстане такой триатлон-парк наравне со столицей имеется и в Актобе. Построив триатлон-парк, где будет развиваться не только триатлон, но и спортивные настроения всего общества, Актобе задал большой пример для других регионов. От имени руководства Казахстанской Федерации триатлона, выражая благодарность главе региона за мудрое решение с заботой о здоровье жителей, также выражая огромные слова благодарности руководству Ланкастер Групп в лице Берика Сералиевича, который своим примером показывает, как бизнес может вносить вклад в социально-культурное развития населения. Вы подарили здоровье не только нынешнему, но и будущему поколению актюбинцев. Слова Асылжана Дастиярова. Действительно, Lancaster Group, им, я думаю, отдельное спасибо за вот такой проект. Если вот в каждом регионе нашей страны будут примерно такие же парки появляться, я думаю, что наша нация будет действительно становиться с каждым днем все спортивнее, все здоровее и все больше заинтересована в том, чтобы продвигать нашу страну на мировой арене.
Тын-тын-тын-тын. Вначале затронул тему рекордов, ну и, собственно говоря, давайте к ним мы перейдем. SUP 7, SUP 8. Этот проект, я думаю, что многие уже слышали о нем, наверняка читали. Кто-то, может быть, прям следил за ним, кто-то ждал каких-то новостей после завершения гонки. Но в любом случае давайте по порядку. Во-первых, двое мужчин и две женщины сумели преодолеть полные дистанции и выйти из своих временных показателей. У мужчин нужно было преодолеть отметку в 7 часов, у женщин 8. Это удалось и одним, и другим. Спросите, как они это сделали? Давайте по порядку расскажем. Ну, во-первых, отметим, что все это проходило на быстрой автогоночной трассе недалеко от Бранденбурга в Германии. Там Кристиан Блюменфельд из Норвегии и Джо Скиппер из Великобритании стали первыми атлетами, преодолевшими 7 часов. Так, у норвежца 6:44, что на 3 минуты быстрее, чем у Скиппера. Что касается девушек, то тут Кэт Мэтьюс вышла победителем из этой гонки 7:31:57 и обошла на олимпийскую золотую медалистку Николу Шпиринг из Швейцарии на 2 минуты. В общем, каждый со своей задачей справился. Теперь об особенностях, чем отличается эта гонка от обычного айронмена. Ну, во-первых, давайте скажем, что правила немножко мягче и как триатлонных, да, так и для айронмена. Сопровождали атлетов, в частности, на велоэтапе, так как и на каждом этапе профессиональные атлеты своей категории. То есть на плавании были пловцы, на велоэтапе были профессиональные велогонщики, которые, скажем так, своими широченными спинами закрывали, да, Блюменфельда и британца Скиппера, также и у девушек то же самое было. И на беге тоже их немножко сопровождали и вели вперед пейсмейкеры. В общем, вот все это зацелено на такое достижение. Кто-то скажет и может сравнить с попыткой Nike, да, преодолеть 2-часовой рубеж в марафоне. Да, это совсем тоже недавно, по-моему, проводилось. Собиралась группа профессиональных марафонцев, атлетов, причем не просто каких-то, да, стандартных пейсмейкеров, а именно крутых бегунов для того, чтобы одного вывести из 2 часов. Но пока у Nike это не получилось, чего не скажешь о триатлоне. Так что тут нужно просто стоя поаплодировать. В частности, Кристиан Блюменфельд, плавание у него 48:21. Вот тут, наверное, единственный этап, в котором не выиграл, не проиграл норвежец и, собственно говоря, ничего такого сверхъестественного не улучшил. Время на байке 180 километров, напомню, 3 часа 24 минуты. И тут вы понимаете, да, что эта разница практически на час просто там смещается. Ну, не на час, ладно, чуть меньше, это я так фантазирую, может быть, хочу желаемое за действительно. Ну и бег. Бег у Блюменфельда получился 2:30, тоже потрясающе. Итоговое время 6:44. Скиппер на плавании 53, на вело 3:16:42 и на беге 2:36, суммарно 6:47. Что касается Мэтьюс, то у нее 55 минут на плавании, 3:50 на вело, 2:46. 2 часа 46 минут на беговой программе, итоговое время 7 часов 31 минута. И Никола Шпиринг 54:50 плавание, 3:53:16 вело и 2 часа 45 минут и 7 секунд марафон. Ну что, поздравляем всех участников, всех тех, кто принимал активное участие вот в этом проекте SUP 7, SUP 8. Я думаю, что совсем скоро, с учетом всех растущих потенциалов и амбиций, вот так вот, может быть, мы замахнемся на то, что полный Ironman, глядишь, и попробовать из 6 и 7 часов соответственно. Ну а что, 44 минуты одному и 35 минут другой скинуть. Почему бы и нет, попробуем. Ну что, поехали дальше, перемещаемся, ну, вроде как нужно переместиться в 2 места одновременно, но по порядку. В Бразилии прошел полный Ironman и половинка прошла, надеюсь, правильно прочитаю, Крайгхау. Не знаю, может быть, я и неправильно произнес и тем самым вызвал сейчас, не знаю, дьявола, но надеюсь, что такового не случилось. Итак, 20 мужчин и 5 женщин в категории ПРО разыгрывали слоты на кону.
в категории про, а в Германии, да, в Германии, вот, может быть, и действительно правильно прочитал, в Германии уже разыгрывали слоты Сент-Джордж тоже на чемпионат мира по половинке. Ну и давайте по порядку. Железная дистанция в Бразилии одна из классических дистанций, очень любопытная и трасса, ну и вообще места, да, в общем, можно не только поучаствовать, но можно и посмотреть, если вы вдруг не категории про. Что касается победителей, то здесь у мужчин стал чемпионом Рейнальдо Калучи, который сумел убежать от своих преследователей. Вторым и третьим финишировал немец Андреас Юнг и Фернандо Толди. Вот, собственно говоря. Что о гонке мужской рассказать? Если вкратце, плавание достаточно ровное с небольшим перевесом одного и другого. Затем вроде как на велоэтапе все подтянулись. Ну и, конечно же, развязка. Развязка наступила на беговой программе, где вот и Рейнальдо Калучи и стал лучшим, преодолев вот эти 42 километра 195 метров быстрее всех. Что касается девушек, то тут Памела Оливейра. Ну что сказать про Оливейру? Она проплыла быстрее всех, она проехала быстрее всех и она пробежала быстрее всех, тем самым не вызвав ни у кого вопросов по победе на этой гонке. Она на 10 минут была быстрее своих преследовательниц, потом проехала еще и велоэтап тоже с отрывом. В общем, все у нее получилось достаточно хорошо. Серебро и бронза на Ironman в Бразилии досталось Бруно Ман и Бионерес. Ну и также нужно отметить, наверное, Джону Рейтер из Швейцарии и Пальмиру Альварес из Мексики. В общем, по-моему, всех девушек 5 перечислил сейчас сразу же. Вот такие итоги Ironman Бразилии. Если мужская гонка еще изобиловала какой-то борьбой, то вот у девушек, наверное, этой борьбы все-таки не было, как ни крути. Что касается половинки в Германии, где разыгрывались 3 слота в Юту на 2022 год, совсем скоро, кстати, это будет, 26 мужчин и 8 женщин боролись в категории ПРО. Ну и там нужно сказать, что в мужской гонке хозяева трассы вообще доминировали. Свен Тауман и Юсток Нишлак начали гонку лидерами. Минуту лидерам уступала группа преследователей из 13 участников, ведомая швейцарцем Флорианом Сальфизбергом. Главный фаворит бегового этапа Йонас Хафман выпал с более минутным просветом от группы преследователей на велогонке. Тауман выбыл из борьбы за призовые места, потому что случились трудности у него, ну и плюс не поддержал. Ну а Юстут Нишлак удержал лидирующую позицию и первым отправился на марафонский бег. И у него, кстати, бег получился одним из лучших, за счет этого он, собственно говоря, и выиграл гонку. Также на подиуме вместе с Нишлаком оказались Фредерик Фанк и Рубин Зепунки. Призеры Марк Эстелинг и Филипп Кутин остались по дистанции и финишировали в топ-5. Что касается женщин, то тут, наверное, все-таки нужно отметить и сказать, что француженка Джули Емова начала гонку лидером. Полминуты лидеру уступала Лаура Филипп, и затем еще полминуты уступала Оливия Митчелл из Ирландии. Митчелл пыталась догнать, причем попытки у нее были неплохие, и по этому сезону она, кстати, выглядела неплохо, но все-таки, как ни крути, отставание она вот это в минуту не удалось сократить. Ну а Лаура Филипп и Даниэля Блеймель, которые и разыграли победу в гонке на беге, выясняли все очень красиво, спокойно, без лишней суеты, без какой-то грязи. Все это было достаточно спортивно и смотрибельно. Но вот они оказались чуть быстрее, нежели вот эти соперницы, которые, можно сказать, рядом с ним. Третье место удержала Джулия Емова. Вот, собственно говоря, вот такие результаты плавинки в Германии. Слоты там. Нужно сказать, что от своего слота отказалась победительница, потому что Даниэла была 7-й в Сан-Марине, выиграла железную дистанцию в Африке и отказалась от лота в Сент-Джордж. Поэтому первый слот забрала Джулия Емова. Так что она и будет выступать на мировом первенстве во второй раз, финишировавшись в топ-5. Поздравляем!
Что можно сказать? Вот таким получился дайджест. Много соревнований, которые, может быть, остались немножко за кадром и без внимания. И челлендж, который проходил в Австрии и в Корее. Плюс ко всему на побережьях арабского континента тоже там соревнования проходили. Но все уместить в этот один большой дайджест не получается. Все-таки, как ни крути, а внимания хочется побольше именно нашим, именно своим. Еще раз напоминаю, Екатерина Шабалина серебро в Корее на чемпионате Азии, Александр Тен золото на Кубке Европы среди юниоров в Польше. Поздравляем наших атлетов, желаем хороших гонок, удачных предстоящих стартов. Ну а мы с вами уже увидимся после старта Тимир Адам в Алакуле. Всем до новых встреч, болейте на здоровье!